Скажите. Их дружба началась не так давно, но за это время удалось сделать многое. Ситуация на Кавказе под пристальным вниманием президента. Современный Грозный – это новый туристический маршрут. Благодаря совместной работе город вместо горящих снарядов освещается залпами праздничных фейерверков. Возрождение из пепла Грозного – это огромная заслуга чеченского народа. Конечно, это было сделано не без поддержки всей России, но без прямого участия самого чеченского народа это было бы невозможно. За 20 лет чеченский народ увидел все. 2 военные кампании, потеря близких и вынужденное бегство из родного дома. Люди тогда перестали верить в то, что мир и стабильность вновь вернутся на чеченскую землю. И вот на политической арене появляется человек, мужественно заявивший, что может остановить войну. Ахмад Хаджи Кадыров берет на себя ответственность навести порядок в родной республике. Получив поддержку народа и Владимира Путина, Кадыров начинает активную борьбу с терроризмом. Президент Российской Федерации верит чеченскому народу, верит руководству республики и надеется на стабильность и будущее нашей республики. В республике начинается активная фаза борьбы с террористами. Ахмад Хаджи ведет диалог с федеральным центром. Он доказывает, Чеченская республика готова к сотрудничеству. В 2003 году, после всенародного референдума, он становится первым президентом республики. Позже Владимир Путин отметит, проводя референдум, федеральный центр шел на риск. Однако его итоги превзошли все ожидания. 80% людей на избирательные участки, несмотря на запугивание со стороны бандитов, пришли. Результаты, как вы знаете, превзошли, я думаю, все ожидания, в том числе и в самой Чечне. Остановив кровопролитную войну, он спас народ от трагедии. Долгожданного мира и покоя на земле своих предков он добился ценой собственной жизни. Фактически все эти годы он прикрывал собой и Чечню, и чеченцев. И уверенно вел свою республику к мирной жизни. И ушел непобежденным. В этот трагический для всего чеченского народа момент Путин подставляет плечо. Российский лидер решился поверить тогда еще молодому Рамзану Кадырову, сыну Ахмата Хаджи. Спустя время Владимир Путин в своем интервью признается, что был крайне удивлен хозяйственности своего избранника в Чечне. Еще позже он скажет, что Рамзан Кадыров для него как сын. Что было особенно важным для меня, я понял, что Кадыров понимает ошибочность всех идей сепаратизма и полагает, что построить будущее, счастливое будущее для своего народа и для Чечни вне Российской Федерации невозможно. Сегодня Владимир Путин – авторитетная личность на мировой арене, управляющий мощным государством. С ним считаются все главы мировых держав. А еще 15 лет назад неизвестному политику досталась страна на грани развала и война на Кавказе. Тогда лидер пообещал избавить Россию от пороков ельцинской эпохи. За первые 8 лет его правления отмечается крупнейший экономический рост. Поднимая вопрос о межэтнических отношениях, Путин всегда отмечает, что Россия сильна благодаря многонациональности. Также президент убежден, что вне зависимости от вероисповедания нужно следовать установленным законам страны. Важнейшая тема, которая требует откровенного разговора в обществе, это межэтнические отношения. Здесь фокусируются многие наши проблемы, многие трудности социально-экономического и территориального развития, и коррупция, и изъяны в работе государственных институтов, и, конечно же, провалы в образовательной и культурной политике, что зачастую приводит к искаженному пониманию истинных причин межэтнического напряжения. Его провоцируют не представители каких-то народов, а люди, лишенные культуры, уважения к традициям, как к своим, так и к чужим. Это своего рода аморальный интернационал, в который входят и распоясавшиеся и обнаглевшие выходцы из некоторых южных регионов России, и продажные сотрудники правоохранительных органов, которые крышуют этническую мафию, и так называемые русские националисты, разного рода сепаратисты, готовые любую бытовую трагедию сделать поводом для вандализма и кровавой бузы. Мы вместе должны справиться с этим вызовом, должны защитить межнациональный мир, а значит единство нашего общества, единство и целостность российского государства.
Сегодня Грозный – город воинской славы. Соответствующий указ подписал Владимир Путин в апреле этого года. Чечня – динамично развивающийся регион. В самом центре нашей столицы возвышаются небоскребы. Глаз радует одна из самых крупных в мире мечетей сердца Чечни. Разрастаются районы, появляются новые улицы. Все это благополучие было бы невозможно без поддержки российского лидера, и жители республики всегда помнят об этом. В благодарность за это один из самых красивых проспектов в Грозном назван в честь Владимира Путина. Он доказал всему миру, что Россия не дает шутить Западу, и Россия может за себя постоять. Я вообще поклонница, можно сказать, Владимира Владимировича Путина. Хочу пожелать ему здоровья, политических успехов, можно сказать. Он, в принципе, и так неплохо справляется. 100% политике доверяю. Весь российский народ за тебя. От лица чеченского народа поздравляем нашего президента Владимира Владимировича Путина. Он за 15 лет поднял страну. И надежда на него. Елена Черенкова, Дауд Куруев. Новости.